السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Альхамдулиллах, по милости Аллаха Субханаху ва Тааля, мы сегодня здесь собрались, и, иншаллах, каждую среду планируем собираться для изучения прекрасных имен Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть мы с сегодняшнего дня начинаем цикл лекций, посвященных пониманию, правильному пониманию прекрасных имен Аллаха Субханаху ва Тааля, о которых Он нам сообщил в своей книге, или же сообщил его пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Естественно, перед тем, как начать изучать непосредственно сами имена Аллаха Субханаху ва Тааля, необходимо изучить некоторые правила касательно этих имен, некоторые особенности этой науки, достоинства, естественно. Какую бы мы науку ни изучали, в первую очередь мы должны знать, для чего мы это изучаем. Чтобы нам было легче уже на этой науке сосредоточиться и себя настраивать. Если мы знаем достоинства этой науки, то нам легче настраивать себя на изучение этой науки. Изучение имен Аллаха Субханаху ва Тааля и его атрибутов, сифатов, это есть часть науки акида, вероубеждения. Или же, можно сказать, акида и единобожие, таухид. То есть это есть неотъемлемая часть науки таухид, единобожия, которая, естественно, как мы все знаем, является самой основной наукой и знанием, которое возложено на каждого человека. Каждый человек должен знать свое вероубеждение. Каждый мусульманин должен быть единобожником. И это как ученые сравнивают науку единобожия, таухид, с разными примерами. Одни приводят в пример здание, так ведь? Говорят, что акида – это основа здания. Это фундамент. И тот человек, который хочет построить крепкое здание, он в первую очередь должен укрепить свой фундамент. Если же в фундаменте будут ошибки, так ведь, какие-то недочеты, то здание оно будет шатким, некрепким. И также говорят о акида. Или также некоторые сравнивают акиду с весами. То есть, когда, говорят, у человека проблемы в акиде, это, говорят, можно сравнить с человеком, у которого весы неправильные. То есть, когда у человека весы неправильные, он каждый раз взвешивает ошибочно, с ошибками. Но если же у человека акида правильная, у него весы правильные, но он может иногда ошибаться. То есть, может неправильно взвесить, невнимательность проявить, да? То это не так велика ошибка, когда у человека, он единожды ошибся, но у него весы в это время были правильные, из-за своих каких-то недочетов. И также наука акида. И многие из нас изучали уже акиду, единобожие. И мы знаем, когда изучаешь акиду, знаем, что она не является сложной наукой. То есть, если посмотреть на подразделения, некоторые правила, то наука единобожия, она не является сложной. То есть, есть какие-то условия, скажем, так, 7 условий ля иляха илля-Аллах, условия свидетельства. Можно их заучить несложно. Есть куда более сложные науки, как тот же фикх, там намного больше всяких разделений. В тахарате только есть обязательные части тахарата. Есть суннаты тахарата, это все надо знать, изучать. В намазе также фарзы, ваджиб, сунна, все это надо. Подразделений много, но в акиде нет. В акиде иногда возникает такое даже чувство, когда изучаешь акиду, я же это и так знаю. Я и так знаю, что нужно бояться одного лишь Аллаха Субхану ва Тааля. Я и так знаю, что нужно любить Аллаха Субхану ва Тааля. Я знаю и так, что только на Него надо полагаться. Но трудность, мы сказали, акида – это самое важное из наук, потому что если у человека акида неправильна, все его остальные деяния будут тщетными. Но она в то же время является самой сложной не из-за своих подразделений, а из-за чего? Из-за того, что эту науку тяжелее всего претворить в жизнь. То есть, скажем, фикх. Человек изучил, что у тахарата есть обязательные составляющие. Без них тахарат неправильный. Изучил, он уже в следующий раз тахарат берет, учитывая свое знание.
Вот. И потом уже каждый раз он тахарат в такой форме берет. Один раз изучил, и потом всю жизнь он берет тахарат правильно. Намаз изучил один раз, он потом всю жизнь читает так намаз, не оставляя ваджиб. Но акида же, когда мы изучаем, что мы должны бояться лишь одного Аллаха Субхану ва Тааля, на Него лишь полагаться и Его любить Его религию, сильнее, чем себя, сильнее, чем свою семью, сильнее, чем своих детей. Это знание, знать это несложно, но тяжелее всего вот эти чувства в своем сердце воспитать. Именно этим и является сложная наука акида единобожия. Именно из-за этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как говорят ученые, будучи в Мекке, призывал людей лишь к единобожию. Для чего? Чтобы в людях не осталось, в сердцах у них не осталось любви к чему-то помимо Аллаха, страха перед чем-то помимо Аллаха, или надежды на кого-то помимо Аллаха. Не из-за того, что там много надо было чего-то учить, изучать. Нет, а чтобы у людей сердца очистились. Как Аллах Субхану ва Тааля, когда к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям пришли бедуины и сказали: мы уверовали в тебя. Аллах Субхану ва Тааля не спасал аят: «Қалатил а'рабу аманна, куль лам ту'мину, валякин кулу аслямна». Сказали бедуины, когда к тебе пришли: мы уверовали. Аллах говорит: пусть не говорят, что они уверовали. Пусть говорят: мы подчинились, мы стали мусульманами. Но иман, вера еще не вошла в ваши сердца, говорит. То есть так часто бывает, мы верующие, мы мусульмане, верующие, иншаллах, мы, как верующие в Аллаха, мы знаем, что нужно делать. Какие у нас должны быть чувства по отношению к Аллаху Субхану ва Тааля. Но эти чувства часто у нас в сердцах их не бывает. Или же бывают какие-то ошибки. Как часто у нас бывает, когда человек заболеет, голова заболела, он в первую очередь, большинство, в первую очередь что делают? Идут поскорее пить лекарства, так? У него какой-то недуг, плохо себя чувствует, он поскорее идет в больницу. Хотя в первую очередь мы все знаем, что Аллах Субхану ва Тааля, Он исцеляющий, что мы на Него должны полагаться, мы должны у Него просить исцеления. Но нет, в то же время в наших сердцах есть болезни, недостатки. И мы, когда доходит дело до действий, мы начинаем делать не то, что мы изучали. Или бывает, человек едет в машине, все нормально, ничего не нарушает, видит перед собой гаишника, и у него в сердце страх. Ему незачем бояться. Он ничего не нарушал, пристегнут по телефону, не разговаривает, но у него в сердце закрадывается страх. Он знает, что этот страх, он не разрешен, и нельзя бояться. Зачем ему бояться этого? Нет причины бояться. Унижается перед ним. То есть он знает, что нужно Аллаху Субхану ва Тааля только бояться. Но когда до действий доходит, человек что? Забывает это. Или также перед какой-то поездкой. Или когда какие-то трудности на человека постигают, в первую очередь, вместо того, чтобы Аллаху Субхану ва Тааля дуа просить, помощи, чтобы он вывел его из этой трудности, человек что делает? Он начинает всех обзванивать, всех знакомых. Вот такая беда, помоги мне. У нас, к сожалению, в последнюю только очередь, когда уже все, ничего не помогает, врач не может, уже бессилен, родственники не могут помочь, только в последнюю очередь уже начинают люди делать дуа, к сожалению. И это есть недостаток единобожия, недостаток акиды человека. И тут есть весьма поучительный урок нам из истории пророка Мусы. История пророка Мусы, алейхиссалям. Все мы знаем историю. В Коране больше всех пророков был упомянут Муса, алейхиссалям, в Коране. И его история. Мы знаем, что когда пророк Муса, алейхиссалям, пришел к фараону, чтобы увести с собой народ Бану Исраиль из Египта в Иерусалим, фараон их не отпустил. Там были годы испытаний, тяжести, трудности. Но в это время Муса, алейхиссалям, чтобы не было, показывал свои чудеса. Когда фараон вызвал его и своих колдунов на поединок, Муса, алейхиссалям, показал то чудо, которое Аллах Та'аля ему даровал, и даже колдуны уверовали. То есть Бану Исраиль, иудеи это все видели, все эти чудеса. И когда они в одну ночь ушли из Египта, сбежали,
и за ним погнался фараон со своим войском, они дошли до моря. И когда дошли до моря, уже тупик, перед ними море, сзади войско фараона. И иудеи что начали говорить? Куда ты нас привел, Муса? Нас всех сейчас здесь погубят. Муса, алейхиссалям, тут же также показал чудо, которое ему Аллах субхану ва тааля дал. Ударил своим посохом, и море раскрылось пополам. Это величайшее чудо. Если представить перед нашими глазами, если это произойдет, какие у нас чувства будут? Они прошли, то есть море раскрылось, разделилось надвое, они прошли, а войско фараона, которое шли за ним, они были потоплены, погублены. Они все это видели, все эти чудеса, величие Аллаха субхану ва тааля, они видели своими глазами, те чудеса. Но что дальше происходит? Аллах субхану ва тааля в Коране говорит: «Ваджавазна би бани Исраиля аль-бахра фаатау аля кауми я'куфуна аля аснами лахум». Когда же мы, говорит, перевели Бану Исраиль, иудеев, через море, через Красное море, они дошли до народа, которые поклонялись идолам. И что они сказали? «Калу я Муса джа'аль лана илахан кама лахум алиха». Они сказали: «О Муса, сделай нам таких же идолов, которым поклоняются этот народ». Представляете, этот народ, они только что видели такие чудеса. Перед ними небо, а перед ними море раскрылось. Они прошли под морем, по дну морскому. И даже после этих чудес у них в сердце до сих пор осталась вот эта любовь к многобожию, к ширку. К самому тяжкому греху у них осталось желание, стремление. Муса что им сказал? «Иннакум каумун таджхалун». Вы, говорит, народ невежественный, не знающий поистине, говорит. Даже после таких чудес они продолжали вот это просить, хотели этого многобожия. А что же взять нас? Перед нами мы не видели таких чудес, не видели никаких сверхъестественных вещей. И, естественно, мы еще в большей опасности, чем даже тот же народ Мусы, алейхиссалям, который все это своими глазами видел. И это все указывает на необходимость изучения акиды, единобожия, таухида, чтобы человек не ушел с прямого пути. Потому что всегда в сердце человека будут какие-то стремления, какие-то васвасы от шайтана, чтобы сбить его с этого прямого пути, с пути единобожия. И, естественно, одним из самых сильных факторов, влияющих на человека, на утверждение вот этой науки единобожия, это является знание Аллаха субханаху ва тааля. Как в тафсире аята «Иннама яхшаллаха мин айбадихи аль-уляма», поистине боятся Аллаха знающие. Ибн Кафир, муфассир, говорит, то есть какие знающие? Знающие Аллаха субханаху ва тааля, знающие Его через Его имена и Его атрибуты. То есть это те люди, которые знают Аллаха, они боятся Его истинной боязнью, богобоязненностью. И также указывает на важность изучения имен Аллаха субханаху ва тааля и Его атрибутов, то, что знание об Аллахе это является обязанностью каждого человека. Аллах субханаху ва тааля в Коране нам поведал о двух целях нашего существования в этой жизни. Одна цель – это знание Аллаха субханаху ва тааля. Как в суре Таляк, 12 аяте говорит: Аллаху аллади халака саб'a самавати ва миналь арди мithлахунна ятаназзалу аль-амру байнахун лита'ламу анна Аллаха аля кулли шай'ин кадир ва анна Аллаха кад ахата би кулли шай'ин ильма. Что говорит Аллах субханаху ва тааля? Аллах, говорит, создал 7 небес и наподобие их землю, то есть также 7 земель. И не спосылается повеление Аллаха между ними, между небесами и землей. Что такое повеление Аллаха? Это все, что происходит на земле, происходит по повелению Аллаха. Амр, повеление Аллаха. Ничто, ни листочек не шелохнется на дереве без повеления Аллаха субханаху ва тааля. Он говорит, то есть все происходит в мире, все предопределено, солнце
движется по своей орбите, Луна движется по своей орбите, люди рождаются, умирают. Все это происходит по повелению Аллаха. То есть вот это повеление Аллаха Субхану ва Тааля осуществляется между небесами и землей. И также повеление Аллаха — это его религия. То есть посылается религия, шариат, повеление Аллаха. Для чего, говорит? «Лита'аляму анна Аллаха аля кулли шайин кадир». Чтобы вы знали, что Аллах на всякую вещь мощен. И что Он всякую вещь объемлет своим знанием. В этом аяте Аллах Та'аля упомянул два своих качества. Это всемогущество и всезнание. Он говорит, создал вот это все небеса и землю, и жизнь идет между ними. Его религия была ниспослана для того, чтобы знали его качество. Какой он? Здесь два качества. И из этого ученые говорят, то есть это цель человечества, каждого человека, каждого мусульманина знать об Аллахе Субханаху ва Тааля. Вторая же цель, которую мы знаем, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама халактуль джинна валь инса илля ли'абудун». Я создал джиннов и людей для того, чтобы они мне поклонялись. То есть на каждом человеке есть обязанность в этом мире. Все мы знаем, что мы не пришли здесь ради забавы. Разве вы думаете, что мы создали вас ради забавы, и вы не будете к нам возвращены, говорит Аллах Субхану ва Тааля? Нет, есть великий смысл, великий замысел в нашем сотворении. Вот эти два смысла. Знание Аллаха и поклонение Ему. Второе же поклонение, оно куда легче, если человек выполнил первое. То есть мы знаем, что мы созданы ради поклонения. Мы поклоняемся Аллаху Субханаху ва Тааля, но вот это поклонение будет куда искреннее и правильнее, если человек выполнил первое свое предназначение, это знание Аллаха. Почему? Потому что когда человек узнает повелителя перед тем, как совершить повелеваемое, он сделает повелеваемое, то есть действие, которое на него возложено, в лучшем образе. Если пример привести из нашей жизни, когда человек на работе знает своего начальника, знает, какие у него качества есть, что он суровый, строгий, за малейший недочет в работе, опоздание он наказывает, как он себя ведет на работе? Вовремя приходит всегда, старается на работе быть всегда внимательным, не допускать ошибок. Почему? Потому что он знает своего начальника, он знает того, кто отдает приказы. А когда же человек не знает его, он даже его ни разу не видел, не знает никаких последствий, которые следуют за ослушанием, за оставлением работы или за ошибками. То есть он приходит на работу, опаздывает, ему нет никакого выговора. Он знает, что есть где-то начальник, но он не знает о нем ничего. И что это, к чему это приводит? Человек проявляет небрежность по отношению к своему делу. И в поклонении, когда человек узнает Аллаха Субханаху ва Тааля лучше, его поклонение также будет искреннее, более искренним. Как сказал Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, кто знает Аллаха лучше, тот сильнее его боится. И сильнее стремится к поклонению Ему и сторонится Его запретов. То есть знание об Аллахе укрепляет иман человека, его богобоязненность. Он становится более богобоязненным, когда узнает Аллаха Субхану ва Тааля. Какие у него качества? Каков он Творец наш? Аллах Субхану ва Тааля повелел нам Ему поклоняться. Ну какой он, Аллах Субхану ва Тааля? Когда мы это узнаем, наши сердца переполняются чувствами любви к Нему, страхом перед Ним, возвеличиванием Его, надеждой на Его милость, милосердие. И это все постигается, все эти чувства. Иман укрепляется, когда человек изучает вот эту науку. Науку об именах Аллаха Субхану ва Тааля и Его атрибутах. И в Коране Аллах Субхану ва Тааля в почти 30 аятах в Коране говорит в повелительной форме: «Знайте же», говорит. «Фа'ламу анна Аллаха
аля кулли шайин кадир. Знаете же, что Аллах Субханаху ва Тааля на всякую вещь мощен, говорит. И более чем в 30 аятах приходит вот такая форма. Или в другом аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ва'аляму анна Аллаха ганиюн хамид». Знайте же, что Аллах Тааля, Он богатый и достохвальный. Или «Ва'аляму анна Аллаха сами'ун алим». Знайте же, что Аллах, Он всеслышащий и всезнающий. То есть более чем в 30 аятах Аллах Тааля нам повелевает знать Его качества. А мы знаем в Коране, если есть повеление от Аллаха Субхану ва Тааля, то это означает обязательность данного действия. Например, «Ваакиму ссалата ва ату закат». Читайте намаз, выплачивайте закат. Это повеление, повелительная форма. Это означает обязательность. И указывая на важность этого знания, зная знание Аллаха Субхану ва Тааля, приходят данные аяты. И больше всего в Коране упоминается, если спросите, что больше всего, чаще всего упоминается в Коране. Это не про намаз, не про закат. Это не про рай и не про ад. Больше всего упоминается это качество Аллаха Субханаху ва Тааля. Его имена и Его качества. То есть, можно сказать, какой бы аят ни был, в нем есть какое-то качество Аллаха Субханаху ва Тааля. Есть Его имя какое-то. Скажем, величайший аят в Коране, как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, одному из сподвижников: знаешь ли ты, какой аят самый великий в Коране? Сподвижник говорит: Аллаху ла иляха илляху аль-хайюл кайюм, то есть аят аль-Курси. Он говорит: да сделает Аллах Тааля знание для тебя легким, говорит, облегчит для тебя. Аят аль-Курси — это величайший аят в Коране. Если почитать смысл, чем он переполнен? Он переполнен именами Аллаха и Его атрибутами. Из-за этого, говорят, он величайший. Также Фатиха, открывающий Корана, или мать Корана, разные у нее имена есть. То есть величайшая сура в Коране, она также переполнена именами и качествами Аллаха Субхану ва Тааля. Или взять сурату Ихлас, «Куль ху Аллаху ахад», которая по награде равна прочтению трети Корана. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у сподвижников спросил: вы можете, говорит, за ночь прочитать треть Корана? Они сказали: нет. Он говорит: разве вы не можете прочесть «Куль ху Аллаху ахад»? То есть «Куль ху Аллаху ахад», Ихлас, по награде равна прочтению трети Корана. И когда один сподвижник в походе с другими сподвижниками после каждой суры, то есть в каждом ракаате, каждый ракаат заканчивал чтением суры Ихлас. То есть ученые говорят, он Фатиху читал, потом суру читал, и потом еще добавлял суру Ихлас под конец. В каждом ракаате вот так. То есть в которой сура читается. И когда они пришли, пожаловались пророку, саллаллаху алейхи вассалям, что он вот так вот совершает. Когда у него спросили: зачем ты это делаешь? Он говорит: потому что я люблю эту суру. В ней есть качество милостивого. То есть в этой суре упоминаются качества Аллаха Субхану ва Тааля. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: за эту любовь Аллах Субхану ва Тааля тебя любит, говорит. То есть в этой суре также упоминаются имена и качества Аллаха Субхану ва Тааля. Эти все аяты, они указывают на величие этого знания, на величие знания об Аллахе Тааля. Также на величие мы можем смело сказать, что знание об Аллахе это является величайшим знанием. То есть никакая наука, никакое знание не сравнится со знанием об Аллахе. Почему? Потому что величие науки, оно определяется почему? По ученым этой науки. То есть мы можем сказать, если, например, знающие, много людей знают, например, пусть будет язык урду. То есть не по количеству знающих эту науку. Например, язык урду в Пакистане, да? Там в Индии, там больше миллиарда людей уже живут. Мы можем сказать, что знание этого языка есть великая наука, потому что их много, по количеству нет. Или по ученым, например, много ученых этой науки, знающих хорошо эту науку. Это тоже не определяет величие науки. Но величие науки какое-то определяет предмет науки. То есть, например, в наши дни мы можем сказать, что изучение английского языка
является великим знанием. По сравнению, скажем, изучением того же языка урду. Почему? Потому что английский язык, он востребован во всех концах земного шара. Куда бы ты ни поехал, ты можешь на английском языке свободно разговаривать. И поэтому сейчас везде, в первую очередь, то есть приоритетной целью становится изучение английского языка. Почему? Потому что сам язык, он так развился. То есть предмет науки, он развился так сильно и стал востребованным. А эта же наука, изучение имен Аллаха, она связана с величайшим Аллахом Субхану ва Тааля. С величайшим Аллахом, с Творцом нашим, с нашим Господом, который нас привел в этот мир, который нам даровал все наши блага, которые у нас есть. То есть эта наука изучает самого Аллаха Субхану ва Тааля. И нет, значит, науки более важной, более достойной, чем же эта наука. И также на достоинство этой науки у нас указывает то, что это было знание, к которому призывал каждый пророк. Какой бы пророк ни приходил, он призывал в первую очередь людей, чтобы они узнали об Аллахе, о том, какой он Аллах Субхану ва Тааля, чтобы люди пропитались любовью к Аллаху Субхану ва Тааля и начали его возвеличивать, отошли от всех проявлений вида многобожия, от всех своих ложных божеств. То есть много достоинств у этой науки. И вот мы с вами говорим о знании Аллаха Субхану ва Тааля. Мы говорим, что эта наука приведет нас к знанию Аллаха. То есть мы изучаем самого Аллаха Субхану ва Тааля. И тут стоит отметить, что знание Аллаха бывает у нас двух видов. То есть когда человек говорит: я познал Аллаха, я узнал Аллаха, я познал Творца. Люди в познании Аллаха у нас, их можно разделить на два типа, на два вида. Первый вид – это знание веры, когда человек берет на веру. То есть он в Коране говорит, он в Коране читает, ему Аллах Та'аля говорит: «Фа'аляму анна Аллаха сами'ун алим». Знаешь же, что Аллах Та'аля, он всевидящий и всеслышащий. Он говорит: да, я верю. То есть он не отрицает этого. Я верю, что Аллах все слышит и все видит, говорит. Это первая степень знания. И в этом знании все едины, все равны. Ученый какой-то, да, богобоязненный человек, совершающий благие деяния, он в этом знании един с грешником. И этот ученый говорит: я верю, что Аллах все слышит, всевидящий. И грешник, который совершает грехи, он говорит: да, я верю, что Аллах Та'аля все слышащий и всевидящий. Это ли знание требуется от нас? Когда Аллах Та'аля нам говорит: знаете, что Аллах Та'аля видит и слышит вас. Это ли знание требуется лишь? То есть достаточно ли человеку говорить: Аллах Субхану ва Тааля просто: да, я верю, что Аллах Та'аля все слышит и все видит. Выполнил ли он тот приказ, который Аллах Та'аля ему сказал? Достаточно? Нет. Второй вид знания – это когда вот это знание, оно влияет на сердце человека, на его поступки. То есть человек, он подтверждает, верит, что Аллах Та'аля всеслышащий. И он, основываясь на это знание свое, он строит свои деяния. Что бы он ни сказал, какое бы слово ни произнес, он перед этим думает: Аллах Та'аля услышит это слово. Стоит ли мне его говорить? Будет ли оно мне на пользу, или же будет оно мне на вред? Вот этот человек, он действительно познал Аллаха, узнал Аллаха. А не тот человек, который просто говорит: да, я верю, что Аллах Та'аля всеслышащий. Но а сам направо-налево говорит все, что захочет. Этот человек, значит, он не понял, не познал Аллаха, не узнал его. Или знает, или Аллах Та'аля говорит: знаете, что я все знаю, все знаю. Даже то, что в сердцах у людей, его чувства. Даже коварство взгляда, говорит Аллах Та'аля, знает. То есть, когда человек сидит в маджлисе, то есть с другими людьми сидит на улице, скажем, проходит мимо что-то запретное, на что нельзя смотреть, и
пока другие его взгляд не видят, он быстренько глазом посмотрел туда и отвел. То есть вроде другие не видели. Вот это является коварством взгляда. Аллах Субхану ва Тааля даже это, говорит, знает. И человек, вот это знание Аллаха, его наблюдение на себе каждый раз ощущает. То есть знание Аллаха подразумевается то, что мы в себе воспитаем, то есть у нас в сердцах укоренятся те чувства, и наши деяния будут соответственно знанию об Аллахе Субханаху ва Тааля. Вот это знание от нас и требуется. И естественно, чтобы этого знания достичь, этого познания достичь, нужно изучать Аллаха Субханаху ва Тааля, Его имена и атрибуты. Его имена и атрибуты посредством аятов Аллаха Субхану ва Тааля из Корана и посредством сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это что касается у нас величия этой науки, достоинства изучения имен Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть является целью каждого мусульманина это узнать Аллаха Субхану ва Тааля, узнать своего Господа, какой он, какие у него есть качества, какие у него есть атрибуты. Вот. И как мы привели аяты и хадисы, указывающие на достоинство этой науки. Следующее, что у нас идет перед тем, как мы начнем изучать непосредственно сами имена, это у нас некоторые правила, связанные с именами Аллаха Субхану ва Тааля. И первое правило, на которое стоит обратить внимание, об этом говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Валиллахи асмауль хусна фад'уху биха». У Аллаха, говорит, прекрасные имена. И взывайте же к Нему ими. В арабском языке, в Коране приводится имя Аль-Хусна. Аль-Хусна – это множественное число от слова Ахсан. Ахсан переводится как наипрекраснейший. Не просто прекрасный. Просто прекрасный был бы Хасан в арабском языке. Хасан, имя тоже, да, Хасан есть, встречается. Хасан – это прекрасный. Но и Ахсан, то есть наипрекраснейший. И это значит, у Аллаха наипрекраснейшие имена, говорит в Коране Аллах Субхану ва Тааля сам. Что значит наипрекраснейшие? В первую очередь, они прекрасны по своему звучанию. Во-вторых, значит, эти имена указывают на какие-то совершенные атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. То есть каждое имя, какое бы оно ни было, если оно прекрасное, оно указывает на какой-то смысл. И имена Аллаха Субхану ва Тааля, они не лишены смысла. Они указывают на какой-то совершенный атрибут, совершенное качество, которое у Аллаха Тааля есть. Например, имя Ар-Рахман, оно не просто имя без смысла. Нет, Ар-Рахман указывает на то, что у Аллаха есть качество рахма, милости. Или Аль-Гафур, это не просто имя без смысла. Нет, оно указывает, что у Аллаха Тааля есть качество прощения. Аль-Гафур прощающий, значит, Аллах Тааля есть качество прощения. Аль-Халик творец. Не просто имя без смысла. Нет, это значит, что у Аллаха Тааля есть качество сотворения. Потому что если бы эти имена были без смысла, то они бы не были прекрасными. Имя без смысла, оно не может быть прекрасным. А Аллах Тааля говорит, у него имена прекрасные. Наипрекраснейшие. Когда детям ищем имя, какое мы имя ищем? Мы не ищем просто набор букв какой-то, АБВГД. Назвать сына АБВГД, да? Нет, мы ищем имя с каким-то глубоким смыслом, прекрасным смыслом каким-то. Если мы даже люди ищем такие имена, то, естественно, имена Аллаха Субханаху ва Тааля, о которых Он сам сказал, что они наипрекраснейшие, они являются указывающими, то есть обладающими какими-то качествами. Не просто имя без смысла, а то имя, которое указывает на какой-то определенный атрибут Аллаха Субханаху ва Тааля. Почему мы это здесь упомянули? Потому что было, сейчас уже
меньше. То есть было в свое время, когда была великая смута, появились некоторые течения, так ведь, которые они отрицали атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля полностью. Ни одного атрибута не признавали. Вот. И что же им оставалось делать с именами? Например, имя Ар-Рахман, милостивый, Аль-Гафур, прощающий, Аль-Халик, творец, Ас-Самир, слышащий, Аль-Басир, видящий. Что им оставалось делать с этими именами? Они сказали, эти имена без смысла просто. То есть убрали какой-либо смысл. Это просто имена. Ас-Самир. Но мы не знаем, что это значит Ас-Самир. Вот на притязания этих людей есть один ответ. Один из многих ответов является то, что если имя было без смысла, то оно не может быть прекрасным. Да, просто набор букв – это некрасивое имя. А имена Аллаха, Субхану ва Тааля, они наипрекраснейшие. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.